Селям алейкум, сайгалы телесерджилер. Доброе утро, дорогие друзья! В этот прекрасный день я снова рада нашей встрече на любимой кухне Софрага Бьюренес. Сегодня нас порадует рецептом излюбленного лакомства всех сладкоежек. Такая выпечка не требует особых ингредиентов и готовится легко и быстро. А я хочу представить нашего сегодняшнего гостя, заместитель председателя общественной организации Ираде Замфира Абдураимова. Как известно, любая общественная организация стремится внести свой вклад в общенациональное дело. Вопросы, которые волновали возвращающихся на родину крымских татар, нашли свой отклик в организации Ираде, заместителем председателя которой является героиня нашей программы Замфира Абдураимова. Ответственная и отзывчивая, она всегда готова подать руку помощи и решить важные жизненные вопросы, касающиеся депортированных граждан. Замфира Ханам не только решает серьезные задачи, встающие перед нашим народом, но и дарит яркие впечатления и эмоции. Незабываемые путешествия, познавательные экскурсии и знакомства с другими культурами. Все это заслуги организации Ираде и, в частности, Замфиры Ханам. А сегодня на кухне программы Софрага Бьюренес наша героиня поделится вкусным рецептом, который порадует всех сладкоежек. Селям алейкум, Замфира Ханум. Алейкум селям. Хош келдіңіз. Сағым. Рада видеть вас на нашей кухне. Я тоже очень рада. Что сегодня будем готовить? Чем будем радовать наших телезрителей? Кекс кунеш. Кунеш, как переводится, знаю, что вроде бы солнышко, да? Солнце, хорошо. Почему пал выбор именно на это блюдо? Почему вы остановились именно на нем? Ну, его легко сделать. На любое мероприятие, если у нас бывают какие-то дува, свадьбы, людям нравится, это домашнее все равно. Сейчас очень много, конечно, всего продается готово, но все равно, когда сделано своими руками, это вкусно. Но вы сладкоежка, признавайтесь? Да. Любите, да, сладкое? Да, люблю. Хорошо. Так, ну что, какие нам нужны ингредиенты? Давайте все перечислим, чтобы нашим телезрителям было понятнее. Мука, так. Яйцо, сахар, изюм, катык, масло или маргарин. У нас сегодня масло. Сода чайная, лимонная кислота. Так. Подсолнечное масло, чтобы смазать формочку. С чего мы должны с вами начать? Давайте так, что будет первым этапом приготовления? Первым этапом мы должны взбить сахар с яйцом и с маслом. Мы берем мерный стакан, насыпаем сахара сколько? 200 грамм. 200 грамм сахара. Так, вот прям... Да. Прям все ровненько. И высыпаем. Хорошо. Так. Так. Что далее? Теперь яйцо. Берем яйцо. Ну, можно одно, можно два. В принципе, оно тут не имеет значения. Замфира Ханум, готовите часто? Ну, часто, да. Приходится, да? Что любите готовить больше всего? Ну, мне нравится домлама. Ну, из таких блюд. Из основных, да? Да, да. Ну и, конечно же, кекс кунеш, как без него. Кекс мы на мероприятии, если что-то бывает, какие-то праздники, какие-то дни рождения, его, ну, я могу приготовить сама и отнести, людям приятно. Послушайте, а почему кунеш? Вы сами придумали, это авторское название или? Ну, это я его так назвала, да. А вообще, это само тесто, из которого делается это, оно было придумано еще давным-давно. Это еще моя бабушка, моя мама были живы. Они еще, когда бабушка жила в Крыму, еще они делали курабье, в основном курабье, крымско-татарская национальная выпечка. Ну и это тесто было тоже. И она в свое время еще, мы жили в Андижане, и она нам его показала, как это делается, и мы стали тоже готовить. Мама моя, Алла Рамет Элесон, уже все они покойные уже стали. Она работала одно время шеф-поваром даже в ресторане, у нее кулинарное образование, она и в кулинарном училище преподавала. И эти все вещи она очень хорошо знала. И тесто, и приготовление пищи, и мне это все показала, и я уже тоже умею все это делать.
Так, ну что у нас здесь получилось? Давайте покажем. Здесь нам надо масло положить сюда. Так, масло. Сколько необходимо нам масла? 125 грамм. Мы его заранее выложили, чтобы оно немного подтаяло. Оно должно быть комнатной температуры, чтобы взбивалось легко и быстро. Оно должно быть без комочков, однородная масса. Еще надо сюда добавить ванильный сахар. Так, добавляем Ванильный сахар придаст нам аромат. Ну, аромат действительно есть. Так, ну что, получилось у нас? Да, получилось. Теперь нам надо взять чашечку, вот такую, правильно? Да, покрупнее. Вот, теперь ситечко надо. Ситечко тоже могу вам подать. Сколько нужно муки? От 2 до 3 стаканов в среднем муки. И насыпаем сюда. Замфира Ханум, ну вот мы все о блюде, это, конечно, все здорово, но хочется еще о вашей деятельности поговорить. Вы являетесь заместителем председателя общественной организации, которая называется ИРАДЭ. Да? Вот расскажите поподробнее нашим телезрителям, чем ваша организация занимается, на чем вы специализируетесь? Эта организация собрала людей, которые были депортированы из Крыма в 1944 году и которые вернулись обратно на свою родину. Мы занимаемся защитой законных прав и интересов депортированных граждан. Ну, сейчас уже таких людей, к сожалению, мало осталось. Уже члены их семей тоже присоединяются к нашей организации. Угу. Почему именно ИРАДЭ? Что за название такое? Расскажите. Просто красивое слово или оно что-то обозначает? Нет, ИРАДЭ – это воля, сила воли. Как произошло ваше знакомство с этой организацией? Вот расскажите. Моя мама была членом организации, она в президиуме участвовала, ну, активно работала и ездила в поездки. К счастью, она успела при своей жизни весь Крым объездить. Мало кто, знаете, вот старики наши, мало кто был во всех частях Крыма. Вот я даже сама еще в Керчи не была, ну, к примеру. А мама моя уже тогда еще, ну, лет 10 назад уже они съездили. Даже в Керчи были. По всему Крыму, вот благодаря организации, это же не просто садишься в автобус и едешь, это неинтересно. А здесь с группой, экскурсовод, все это рассказывают, показывают, историю рассказывают этих мест. Это гораздо интереснее. Кстати, вернемся к нашей муке. Сколько у нас получилось в итоге стаканов? Ну, где-то 2,5. 2,5 стакана. Так, что мы делаем теперь? Теперь дальше добавляем эту массу и замешиваем уже. И сейчас надо будет соду и изюмчик сюда добавить. Так. Чайную ложечку соды. Чайная ложка соды, лимонную кислоту. И теперь катык. Тесто должно быть мягкое, но не жесткое. Ну вот, не компот. Сейчас будем смотреть, еще мы уже добавим. Это и изюм. Взбивать ложкой или миксер еще нам понадобится? Нет, миксер не нужен. Все. Конечно, я понимаю, что нельзя вас отвлекать от процесса, но все равно хочется спросить. Я знаю, что ваша организация проводит всевозможные поездки. Не только по Крыму, но и за его пределами. Расскажите об этом, расскажите, как вы к этому пришли, в каких странах бывали? Ну, с 2000 года проводятся поездки по Крыму. Уже все музеи, все дворцы, все парки, сады, практически все уголки Крыма уже исследованы группами ИРАДЭ. А уже люди стали спрашивать, давайте расширим наш кругозор, уже мы здесь все увидели. Хотим куда-то еще. Хотим куда-то еще. Вот, например, в Стамбул. Ну, давайте. Я, например, была в очень многих странах мира. И в Европе, и в Азии, и в Африке. Скажите, где вы были. И, я была организатором вот первой поездки от ИРАДЭ. А была, в Европе Германия, Австрия, Италия. Там у нас был такой маршрут «Классическая Италия». 10 городов классической Италии мы объездили по всем местам
походили, все изучили, и музеи, и с экскурсоводом было очень интересно тогда. А самые необычные какие-то места, самые необычные страны? Необычные, ну, необычные. Италия очень необычная. Ну, к примеру, мне вот из городов Европы мне больше всего Рим понравился. Там очень красиво и необычно. Вот здесь такого не увидишь, например. Такие здания, и все оно сохранилось вот со средних веков, там что-то еще старее. А что касается Азии, Африки? Была в Тунисе, Да. например. Тоже очень интересно. Казалось бы, страна третьего мира, а там так все цивилизованно, красиво и набережная. Вот нашим крымчанам бы пример тоже. Как все там благоустроено, как там все вот идешь, и все как в игрушке, знаете, вот ровненько, красивенько, очень привлекательно. Ну и для туристов сделано. Ну вот этот огромный список стран, в которых вы побывали как, скажем так, как член организации ИРД или как-то просто по собственному желанию? Вы любите Нет, путешествовать? это как хобби у меня. А, это как хобби. Хорошее хобби. Всем желаю иметь такое хобби. Ну да, ну, знаете, не обязательно иметь много денег. Люди думают, что это очень дорого. На самом деле, мы ездили, например, в Барселону летали. У нас билет стоил вот по нынешним деньгам 3000 рублей. Ну, Авиабилет. Ну, это нормально, почти это же ничего. недорого совсем. И сейчас тоже есть такие маршруты. И мы стараемся, чтобы людям недорого было. Мы организовываем таким образом, чтобы и люди были довольны, чтобы недорого, и экскурсии, чтобы они все увидели. Посетили все достопримечательности этой страны. Нам надо выкладывать. Надо выкладывать. Так, есть форма. Так, теперь нам надо намазать ее маслом. Наливаем, ну, грамм 20, наверное, не знаю. И размазываем хорошенечко по всей окружности. И будет у нас вот такой вот большой красивый кекс. Аллах сметет все. Причем то, что касается кухни. В каждой стране же свои блюда есть. Вот, тоже кстати, так интересно это, Что знаете. вам запомнилось? Кухня какой страны вас удивила больше всего? Давайте задам вопрос так. Вот в Италии, например, такое вкусное мороженое, оно натуральное. Оно на основе молока и натуральных наполнителей. Так, мы выкладываем. Выкладываем тесто. Хочется посмотреть. Мы ровненько его тут выложим. Так. Духовка разогрета. До какой температуры? 185 градусов. 185 градусов. И мы готовы отправлять кекс в нашу духовку на сколько? Минут 30-40. На 30-40 минут будем наблюдать. Открываем, отправляем, закрываем, ждем. А пока наш кекс печется, мы с вами немножечко поболтаем. Я знаю, что вы по образованию бухгалтер, но в какой-то момент все пошло совсем по другой дороге, скажем так. Почему так получилось? Ну, профессия бухгалтера, она скучная такая. Ну, работа с цифрами, отчеты, балансы, ну, как-то это, не знаю, ну, не мое, что ли. Хотя я с детства, у меня все отлично было, и по математике, я вообще по всем предметам отлично училась, с золотой медалью школу закончила. А насчет бухгалтера, ну, как-то неинтересно. Потом мой брат стал бизнесом заниматься, и я с ним стала заниматься тоже. Ну, как-то отошли от бухгалтерии, была своя бухгалтерия, скажем, да, ну, своя частная. То есть все равно, получается, по профессии немножко вы поработали? Ну, немножко поработала, я и главным Пригодилось, бухгалтером работала, да. Потом и центральный рынок был, и кубанская была, вот эти склады, там работала какое-то время. Потом занимались оргтехникой, компьютеры. Я даже научилась собирать, разбирать компьютеры, настраивать программное обеспечение. Ну, как-то вот все сложилось так. А сейчас уже и современные могу настроить. Вот эти планшеты, телефоны, смартфоны, принтеры, все это. Слушайте, ну обычно женщины не так хорошо соображают в технике, в принтерах, в смартфонах. Ну, приходится. Ну, часто сталкиваюсь с этим. Видимо, все-таки дано, да, Ну, наверное, да. и поэтому вот Получается, Аллах ашкур. это здорово. Хобби есть какое-нибудь?
Вот хобби, наверное, это интернет. Я могу пользоваться интернетом и как бы вот и путешествие хобби, и интернет. И я это совмещаю, потому что сейчас все делается как-то онлайн. Можно и билеты найти, и дешевые билеты, и путевки, и подобрать себе программу, все это, и посмотреть даже на эти города. Это же вообще, это же чудо такое. Интернет вы используете не просто там, да, для, скажем так, убить время, да, а вы с пользой проводите время. С пользой, конечно. Ищем туры, ищем билеты. И наши ребята вот в авиакассе работают, они постоянно присылают акционные предложения. Это тоже очень важно. Есть же разница, например, за 7 тысяч полететь или за 37 тысяч полететь по тому же маршруту. Понимаете, какая вот... Бывает такое. Ну и это все надо ловить. Я, будучи вроде бы молодой современной девушкой, я абсолютно не знаю, как заказать онлайн что-то, там как-то что-то оформить, что-то оплатить. Вот я по старинке все делаю, поэтому мне надо нужно, изучать, наверное, у вас поучиться. Учитесь. Послушайте, ну давайте вот вернемся к поездкам. Каков контингент, вот, скажем так, ваших клиентов или как-то правильно люди сказать? Среднего возраста в основном, да, среднего, ну вот 40-50 лет. Есть, были и ребенка брали с собой 8 лет, были и бабушки, которым за 70 лет. Есть, да, пожилые? Они с удовольствием, знаете, с большим удовольствием, особенно вот в Стамбул, это же наша культура там. Наш, ну, почти что язык похож, наша религия, эти мечети, они такое удовольствие получили. Они до сих пор аж мне звонят, вот те, кто были, мы уже неоднократно, у нас уже 3 года вот подряд мы ездим 2 раза в год в Стамбул, например, организовываем эти путешествия. И они обращаются и с восторгом таким. Потому что даже люди, которые там были, жили даже, они всего этого не увидели, как с нашей группой в программе в этой. Вы представляете, да? Вообще как здорово. А Дубай? Ой, Дубай – это супер город, конечно. Там мы тоже были организованно, и Аллах сметет все, мы опять вот хотим скоро полететь туда с группой. Какие это самый современный, самый супер как бы город будущего. Вот Дубай и Сингапур, ну, мне так кажется. Вот про Сингапур чуть позже вы расскажете. Летали ли в Дубае люди, скажем так, прошлого поколения, пожилые люди? Да, с нами были женщины, которым 75 лет. Как они реагировали на вот это вот все футуристическое, я не знаю, на всю эту архитектуру, на все, что там происходит? Все классно, все им понравилось, но там так распланировано, что людям удобно. Они не мучаются, их везут на комфортабельном автомобиле, они отдыхают, они кушают вовремя. Ну, все нормально, все для людей, да, сделано. И по ходу экскурсии тоже всегда есть место, чтобы передохнуть, попить, покушать там. Все это предусмотрено. То есть, условно, если я взяла свой загранпаспорт, взяла необходимую сумму денег, отпросилась с работы, все, у меня ни за что голова не болит. Я прилетела, и меня как человека везде водят, все показывают. Все показывают, да. То есть мне не нужно искать себе гостиницу, искать себе экскурсии, там как-то. Причем все это мы организовываем так, чтобы было удобно. Местоположение этой гостиницы тоже имеет очень большое значение, понимаете, в любом городе. Если это туристический город, эта гостиница должна быть рядом, во-первых, метро, чтобы можно было до любой доехать точки этого города. Особенно это касается Дубая. Потому что там растянутый город, и чтобы его весь увидеть, надо... На экскурсии, да, они все показывают, но люди же хотят потом вечером поехать. Например, Дубай-Марина есть такое место, красивейшее место. Там очень красиво вечером. Ну, это на метро едешь и попадаешь туда. И выбираем так, чтобы рядом были магазины. Ну, естественно, наши люди, конечно, да, просто так не ездят. Они всегда и сувениры, и подарки для своих детей, там, ну, для своих близких приобретают обязательно, конечно, да. Слушайте, я в шоке. Человек не был в Керчи, но был в Германии, в Дубае, значит, в Тунисе. Я вот была в Керчи несколько раз. И все, видимо. И на этом все. Ура, ура, дорогие телезрители! Кекс готов! Наша духовка дала нам об этом знать, и мы сейчас будем смотреть, что у нас получилось.
И запахи. Запах потрясающий. Выглядит аппетитно, красиво и я думаю, что очень даже вкусно. Так, переворачиваем формочку с нашим кексом. Смотрим, что получилось. Замфира Ханум, как вам? Нормально. Красивый, Думаю, что румяный, готов. мы его сейчас украсим еще. Так. Кексик. Ой, красивый, аппетитный. И берем сахарную пудру и сыпем. Угу. Просеиваем. Замфира Ханум, какие на будущее цели и планы у вашей организации? Поделитесь. Ой, ну планов много, конечно. Ну так, вот чуть-чуточку приоткройте завесу Ну, тайны. ближайшее будущее – это Дубай. Мы хотим съездить с группой. Потом в апреле во второй половине у нас планируется в Стамбул поездка организованная. А здесь по Крыму у нас где-то в начале апреля будет поездка Бахчисарай, Бахчисарайский район. Ну, такие места, где мало кто был. Там будет и Азизлер, и ну, в Бахчисарайском районе вообще много мест таких, знаете, красивых. Вот мы были, Алимова балка называется. Тоже очень красивое место. И я, например, недавно сама там побывала и удивилась. Ну, такая красота есть в Крыму. На самом деле, вот Крым, хоть и вот я была во многих странах, он красивее. Крым – жемчужина мира, друзья. Да. С этим не поспоришь. Так, посыпали сахарной пудрой. Еще у нас есть изюм. Изюм мы тоже можем добавить для красоты. Будет у нас... Ну, разные украшено. варианты оформления могут Да, быть на да. самом деле. Можно его шоколадом покрыть, ну, кто как любит. Можно посыпать, можно вот как кунеш, лучики сделать из посыпки. Мгм. Вот продается такая. Ну, по-разному Ну, в варианты. нашем случае это будет изюм. А вот и результат наших стараний. Кекс кунеш. Красивый, аппетитный. Запах потрясающий, просто божественный. Замфира Ханум, хотели бы вы что-нибудь пожелать нашим телезрителям? Я желаю, чтобы у всех была всегда возможность ездить. И по Крыму, и за рубеж. Это очень интересно. Люди, когда бывают где-то, они воодушевляются, у них энергия появляется. Даже пожилые люди, это им тоже надо, на самом деле, не только молодежи. Многие думают, мы старые, нам уже ничего не надо. На самом деле, пока ноги ходят, ходите, друзья, ездите, И смотрите мир, правда? впечатляйтесь, Да. и подключайтесь к нашей организации. С нами веселее, с нами интереснее, познавательнее все это. Çok sağ olun sizге. Рада Рада. знакомству с вами. Я Я желаю тоже. вашей организации процветания. Я желаю, чтобы все ваши цели и задачи были достигнуты, чтобы вы посещали как можно больше стран, чтобы наши крымчане видели как можно больше красивых мест. Всего вам самого доброго. Спасибо, что были с нами. Сау олыңыз. И вы с нами тоже подключайтесь, конечно. Вам тоже процветания, всех благ вашему каналу. Уважаемые телезрители, я желаю, чтобы солнышко было не только на улице, но и на вашей кухне. Всего вам самого доброго, хорошего настроения и смотрите нас каждое воскресенье на телеканале Милет. Кореш Кенже.